Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте, девочки, сегодня погадаем на вас, на вашу личную жизнь. И тема у нас такая: как распорядится судьба, что ждет вас в личной жизни. Если вам интересно, загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы вводят моими руками то, что сейчас скрыто. Так. Вы знаете, девочки, вот честно, нам тут прям не дали четкого ответа, вот что прям линию прорисовали, сказали, будет это, будет так, в это время, в этот период, так начнется, так продолжится, вот этим закончится. Этой информации нет. Нет, но при всем при том, я вам 100% могу сказать, что главные события в вашей личной жизни, они у вас впереди. Неважно, сколько вам лет. Неважно, что сейчас с вами. Вы в браке, вы в поиске, вы на все забили. Неважно. Важно, что главные события, они у вас впереди. По крайней мере, вот 3 события я у вас вижу. Каждое из этих событий несет позитив, эмоциональную окраску, удовольствие и блаженство. Ну, как бы не меньше. Это несет вашу жизнь. Первое событие, вот смотрите, сидит у нас тут красавец-мужчина. Видите, вот он сидит. Он сидит, я так понимаю, управляет каким-то транспортом. Вот похоже мне на мотоцикл, либо на велосипед. Это не похоже на машину, вот 100%. Почему именно так показали? Но, возможно, по этому знаку вы должны мужчину узнать. Либо он любит велоспорт, либо мотоспорт, либо вы его встретите в момент, когда он будет управлять именно либо велосипедом, либо мотоциклом. Вот что-то вот он управляет, он в этом силен, это его увлечение, хобби, не знаю, может быть, это образ его жизни. Может быть, вообще он у вас там спортсмен, да, на велосипеде там гоняет, медали выигрывает. Вот этот мужчина идет в вашу жизнь, это первое событие. От этого события идет огонь и искры. Какая-то безумная страсть, ну я даже не побоюсь слова, животная страсть. То есть таких интимных отношений у вас до вот этого момента никогда не было. Вы даже и не представляли, что женщина может получить, ну, вот такие прям яркие эмоции и чувства. Как бы для меня эта тема немножко скользкая. Я, в принципе, стесняюсь таких вещей, да, вот их обсуждать. Но здесь нам так прям показали, что об этом не говорить невозможно. Вот честно, да, вот есть девушки, которые вроде как там и замужем была, и там мужчины были, а она ни разу в своей жизни вот по-настоящему удовольствия от близости с мужчиной не получила. Вот в принципе не получила. А вот этот вот мужчинка, он вам покажет небо в алмазах, да. Пожалуйста, этот мужчина, возможно, даже и вам знаком, но он тогда, получается, возвращается в вашу жизнь, он откуда-то едет. Вот едет. Его нет рядом с вами сейчас. Он откуда-то едет в вашу жизнь, да, въезжает в вашу жизнь. Въезжает вот именно на мотоцикле, либо на велосипеде. Здесь, девчонки, ну, вы будете действительно и удовлетворенная, и как никогда, кстати, да, как никогда, и счастливая, и вкус, вот это желание жить, наслаждаться этой жизнью. Вот он в вас именно это раскроет. Это то, что будет. Это причем как бы самое ближайшее к вам идет событие.
Вот еще хочу вот кому-то сказать из девочек. Вот женщина с мужчиной, да, они куда-то должны вместе уезжать, да, на лодке должны уезжать. Вот видите, мужчина и женщина вместе, у них какой-то долгий путь, и вот они должны куда-то уезжать. Либо они должны съехаться. Вы эту ситуацию в голове прокручиваете, и вы думаете, ну вот это главное событие в моей личной жизни. Не. Вы ошибаетесь, это не оно. Да, оно будет, да, оно произойдет. Правда, хочу сразу сказать, что с какой-то заминкой, либо через какую-то сложность. Но это не важно. Важно то, что это произойдет, вы справитесь, все будет так, как вы там думаете, планируете. Но это не будет главным событием. Главным событием будет вот именно отношения с этим человеком. Может быть, это он. Может быть, вы к нему едете, да? Вы к нему едете, чтобы начать с ним вместе новую жизнь. И вот, пожалуйста, она начнется. Тут пожар, огонь, страсти, мордасти, вот какие-то удовольствия запрещенные и прочее, прочее. Это будет. А у кого-то из девочек отыграется, что вы поедете, например, на отдых, либо поедете куда-то, переедете, подъедете, встретите мужчину, с кем у вас прям закрутится, завертится, и вот пойдет огонь. Но тем не менее, чтобы вы понимали, вот она, страсть, раскрытие вашей сексуальности, раскрытие вот этого мира, чарующего мира удовольствий взрослой женщины, вот так назовем. Если вы сейчас меня смотрите и говорите, да, у меня климакс, девочки, и даже при климаксе тоже можно. И можно, и, кстати, нужно. Есть множество всяких... Но если вам интересно, там погуглите и почитайте, да, как это вот важно, полезно и вообще как это здоровье поддерживает. Поверьте, вам понравится. Это просто невероятно. Следующий момент. Это момент формирования ячейки, семьи, гнезда, не знаю, вот кто как относится к своей семье. Здесь какой-то новопорядок идет. Смотрите, женщина отказывается от какой-то стандартной роли. То есть роль там, ну кто у нас там, берегиня обычно, да, что там женщина там пашет на дом, стирает, убирает, гладит, готовит, там всем, извините, попки вытирает, всех там спать уложила, набегалась, замоталась, да, там еле-еле на себя времени хватило. Вот от этой стандартной роли вы будете уходить. У вас союз идет не мужа и женой, да, не в классическом сочетании, а союз равноправных людей, когда каждый имеет свои, например, обязанности, и каждый выполняет только свою часть своего долга, свои обязанности. То есть нету такого, что мужчина типа там на работу пошел, денег заработал, и все, он больше ничего не должен делать, а женщина там может и работать, и дом вести, этого не будет. Здесь люди ровно все поделят, вместе они будут создавать, видите, это гнездо. Возможно, даже вы построите свой собственный дом с мужчиной, кто будет с вами рядом в паре, в браке, в отношениях. А может быть, вы и бизнес вместе будете вести. То есть равноправие. Не классическая роль женщины, нет. Нету домостроя. Наоборот, равноправный союз двух равных людей с одинаковыми правами, одинаково друг друга уважающих и почитающих друг друга. Вот у вас такой идет союз. Есть критика, да, кто-то кому-то не понравится. И это не про мужчину, это больше про какой-то ближний, может быть, круг. Либо какой-то даже, знаете, как соседи там будут сплетничать. Говорят, что это у них? Что это мужчина там еду готовит, да, либо там мужчина по магазинам ходит. Но, тем не менее, я вижу, что ваша вот семья, ваша ячейка, ваша пара станет как примером для тех, кто вас окружает. Родственники, знакомые, незнакомые люди. Вот кто будет слышать либо знать о вашей паре, о вашей семье, люди будут удивляться, люди будут восхищаться, и люди будут следовать вашему примеру. Да. То есть у вас еще какая-то вот как новая роль в обществе идет. Стабильной, успешной женщины, которая смогла пойти вразрез, да, каким-то устоям, каким-то вот прям домостроевским правилам. Может быть, вы в маленькой деревне живете, да, там, где люди вот привыкли, как жили там 200 лет назад, так и живут. И отношение к женщинам такое же. Но вы выйдете, вы вот такая прям Жанна д'Арк, которая
вопреки сложной ситуации, да, либо какому-то однобокому, навязанному там стереотипному отношению к женщине, она добивается очень такой четкой, высокой позиции. Вот примером вы будете. Кто-то из девочек, честно скажу, возможно, даже на этой почве, ну вот как, может, курсы будет давать, либо будет оказывать поддержку, там, психологическую поддержку, может быть, какое-то волонтерское движение, может быть, вы влог свой заведете, да, вы будете, ну вот как поддерживать женщин, да, помогать советами, как добиться такой позиции, да, либо как не сломаться под давлением общественности, либо там не сломаться под давлением там супруга, который требует неправильных вещей, да, не буду говорить плохо, лучше, да, смягчить. Но я думаю, вы поняли, да, как называются такие мужчины. Вот, но это очень классно, вы будете полностью реализованы, вам будет очень все это нравиться, и единственное, что у вас будет омрачать, это то, почему вы раньше не сделали этот шаг, и почему вы раньше не разрешили себе быть вот такой свободной. Это классно, девчонки. Вот вы на своем месте. Вы на своем месте. И даже у многих отыграется, что это ваша, ну, и роль, и миссия. Вот вы поймете. Так, ну и третье событие. Третье событие – это женщина, счастливая мать, счастливая там бабушка, прабабушка. Больше как про материнство идет. Но хочу сразу отметить, что может быть даже и не только дети, да, могут быть и какие-то ваши дела, увлечения, хобби, бизнес, вот что-то, что вы выращиваете. Посеяла семечку, вскопала земелечку, там, окучила, полила, подрезала, удобрениц положила, там, ходит на этот цветочек, да, на этот росточек дышит. Росточек вырос, превратился в красивый кустик, цветочки, лепесточки, плоды, понимаете? Вот и вы, вот что-то вы выращиваете, либо детей вы выращиваете, и потом вы гордая, да, за то, что вот смотрите, я же мать, я вырастила достойных людей, прекрасных людей, я ими горжусь, я ими восхищаюсь, и не только я, но и общество вокруг. То есть такой вот именно порыв, да, может быть, внука вы будете растить, выращивать, да, учить их, и ваши внуки вырастут просто какими-нибудь там гениальными, особенными в плане вот полезности для общества. Может быть, великие ученые, там, спортсмены, какие-то, может быть, деятели даже, да, мирового уровня. То есть вот это ваше призвание. Вырастить настоящего человека. Не только, да, вот что вот я вырастила, вырос, молодец, там идет, как бы живет серой жизнью. Нет, вы ярких личностей будете выращивать. И даже если сейчас у вас, например, какие-то могут быть проблемы с вашими детками, все, это жизнь, все бывает. Да? Придет тот час, когда ваша детка придет к вам, в ноги поклонится и скажет: мамочка, спасибо тебе за все. Вот что ты для меня сделал, я никогда не смогу тебе, вот буду каждую минутку говорить спасибо, и все равно этого будет мало. Люди к вам в будущем могут прийти и сказать: женщина, спасибо вам, вот земной поклон, вот прям кланяюсь в ноги, все, что хочешь, тебе отдам, за то, что ты вырастила такого, например, сына или дочь. Да, например, там сын доктор, там спас 1000 жизней. Либо там дочь, там учитель, которая дает образование, знания детям, да, и относится по-человечески. Вот это вы, это ваша роль. Вот создать нечто гениально прекрасное. Это если мы говорим о детях. И то же самое, если мы говорим о каком-то деле, работе, профессии. Да, вот то, что вы в себе как бы растите, да, либо от себя вот берете по кусочку, да, и вкладываете в свое дело, вкладываете в свое хобби. То есть здесь человечек передо мной гениальный. Гениальный. Многие из вас даже и не подозревают, а кто-то уже начинает понимать, но немножечко как-то страшно и как-то вот в себе сомнения, да, какой-то червячок сомнений туда-сюда ползает. Но это самое отдаленное событие, девочки. Это ваше признание. Признание не только вас, но и вы сами себе признаете. Вот смотрите на себя и думаете: ай, какая я молодец. Замечательно, гениально. Я справилась, жизнь прожила не зря. Судьба вас особо не баловала, особенно какие-то вот периоды у вас затяжные были, да, сложные периоды. Но вот как бы сложно вам не было, вот посмотрите назад, да, вы же совсем справились.
Вот ни на кого не рассчитывала, сама шла напролом, если была возможность, если нет, в обход, но вышла, еще и вот с собой кого-то вынесла, там, то ли детишек, то ли родственников, может быть, мужчину с собой вынесла, да, прямо из огня, из воды спасла. Молодец, молодец, дальше. Накопила опыт, накопила знания. А вот дальше смотрите, как 3 очень ярких события. И знаете, что мне очень нравится? То, что они идут приблизительно вот как один за одним. Один за одним. То есть от одного еще счастье не отошла, новое на пороге. И так дальше у вас идет. Я не вижу у вас тут бед, я не вижу тут у вас каких-то сложных моментов, с которыми бы вы не справились. Но понятно, в жизни все бывает. Да? Есть хорошие люди, есть не очень, и ситуации бывают разные, там, и щекотливые, и даже у кого-то могут быть опасные. Но вы серьезный человечек, серьезный, и потенциал у вас огромный. Нету того, чтобы вас сломило, либо надломило, либо покосило. Этого я не вижу. Просто не вижу. Вижу, что у вас все получится, и все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.